Давайте попробуем вместе восстановить события 1917 года. Начнем с того, что вот 17-й год на дворе, в Петрограде уже временное правительство, и молодые интеллектуалы Джафер Сейдамет и Нуман Челебиджихан возвращаются из-за границы в Крым, где, как и в Киеве, идет подъем национального движения. И что происходит дальше? Ну, действительно, вы правильно сказали, это революция, февральская буржуазная революция — это то знаковое событие, которое перевернуло жизнь вообще, в том числе и самой такой скромной, маргинальной, я бы даже сказала, окраины Российской империи — Крыма. И докатилась революция, вот это самое действительно докатилась до Крыма. И крымско-татарские интеллектуалы были здесь действительно в фарватере очень таких важных, стали, по сути, одними из лидеров политической такой повестки Крыма. И я думаю, что у нас вот эфиры, наверное, такие немножко больше философские, да, чем исторические. Мгм. И это ведь на самом деле было не случайно, да. Час назад об этом говорил Сергей Громенко, историк, мой коллега, и он размышлял о каких-то предпосылках вот этих событий. Я в значительной степени с ним согласна, потому что 1917 год — это, в некотором смысле апогей, и подходы к которому были значительно раньше. Ведь кем были крымские татары вот к этому моменту, да, вот к этой такой точке, да, временной? Это был народ угнетенный во всех смыслах. Это был народ, который на тот момент, полтора века, почти полтора века, да, находился уже в лоне Российской империи. И даже в сравнении с другими национальными национальными меньшинствами Российской империи был очень чрезвычайно угнетен. И об этом писали абсолютно все, кто бывал в Крыму, и русские путешественники, и зарубежные. Крымские татары уже в середине XIX века превращались в меньшинство на своей исторической родине. И вот деятельность Исмаила Гаспринского, его учеников, близких сподвижников, она подготовила почву для вот этих самых событий 1917 года. Так что здесь есть определенная закономерность, что вот этот самый глубоко угнетенный народ дал нам 104 года спустя и вообще миру вот такой опыт. В значительной степени, конечно, эти люди были политическими романтиками. Мы еще будем, видимо, говорить о том, почему не получилось. Мгм. Но, тем не менее, в марте 1917 года, конечно, крымские татары переживают подъем, что характерно. И Джафер Сейдамет, и Нуман Челебиджихан не участвуют в Всекрымском мусульманском съезде. И что вот лично для меня очень значимо, что их, по сути, вот это политическое лидерство им передают представители старшего поколения. Мгм. Али Баданинский, Тиджилил Хаттатов. То есть те люди, которые подготовили вот этот самый Всекрымский мусульманский съезд, который проходил в Симферополе 25 марта по старому стилю. И Нуман Челебиджихан становится, по сути, лидером нации. Вот ему вот старшее поколение и делегаты съезда, то есть он получает всю полноту Мгм. власти. И при Это этом уже на это время он находится с Джафером Сейдометом в Одессе, да, если я не ошибаюсь? совершенно верно, да. Он находится в Одессе, в больнице. Джафер Сейдамет — действующей армии. И я могу себе так представить, насколько они были удивлены. Немного об этом пишет, наверное, многие наши зрители знают эту вот чудесную книгу Юнуса Кандыма. Еще хороший повод для нас вспомнить Да. замечательного нашего писателя. Да? Она была издана на крымско-татарском языке, и очень хорошо, что она теперь издана на украинском языке. И вот в этой книге так вот наш замечательный писатель, историк Юнус Кантем, он так
детально воспроизводит вот этот момент, когда друзья узнают, что, по сути, они становятся лидерами нации, их избирают, ну вот такое политическое лидерство они получают. Причем Нурман Челебиджихан становится и светским лидером, и духовным лидером. Ну, вот в первой части нашей программы, и Сергей об этом говорил, ну и наши зрители, конечно, об этом знают, что Нурман Челебиджихан и светское юридическое образование, и, что очень важно, он был сыном имама, он имел и духовное образование, он был богослов. И то есть это такая, знаете, универсальная личность для нашего народа, такой наш Леонардо да Винчи, да, вот такой, вот, Мгм. знаете, как Леонардо эпохи Возрождения, вот для нас Нуман Челебиджихан поэт и публицист, и политик, что очень важно. Ну, я очень люблю такую личность Шевки Бектории, и вот он один из тех, кто описал нам первые такие вот политические шаги Нумана Челебиджихана и его внешность, и такой интеллектуальный образ молодого лидера. Да? То есть он и внешне выделялся. С одной стороны, он был очень сдержанный, прекрасно одевался, был прекрасным оратором. И в то же время он был такой, знаете, интроверт, мыслитель. И я не знаю, там в первой части Сергей говорил об этом или нет, в 1908 году, в общем-то, он оказался в Стамбуле уже, с одной стороны, молодым, но уже зрелым В человеком, 23 года. сформировавшимся. Да, 23 года. То есть это прекрасный возраст. Да, ну вот ваш ровесник. Вот, кстати, для вас это вот просто такой уникальный ну, путеводная звезда. Да? Так вот, Эталон. он оказывается в Стамбуле, это тоже очень Константинополь, да, точнее, на тот момент это понятно, да, Византийская империя, это какая традиция. И крымские татары, что тоже для меня очень важно, по-моему, историки не часто обращают на это внимание, но вот в этих организациях в 1908 году была образована организация крымских татар «Студент», да, которую возглавил Чакер Сейдамет и Нуман Челебиджихан. А в следующем году Витан. И здесь уже очень заметны вот такие вот политические приоритеты, да, и его политическое лидерство, ну, очевидно становится для всех. И рядом с ним вот те люди, которые впоследствии будут его соратниками, уже спустя ну, почти 10 лет, да, в 1917 году. Это и уже упомянутый Джафер Сейдамет, это и Абибулла Удабаш, это и Шевки Бекторе, конечно. Это люди, которые, да, и это молодежь, которая пишет, Мгм. которая мыслит. Сам Челебиджихан, понимаете, вот он пишет, с одной стороны, да, рассказ, значит, вот о своих, так сказать, школьных годах, знаменитый рассказ «Молитва Класс. ласточек», Мгм. а в то же время он анализирует очень детально политические движения того периода. То есть он, вот сейчас бы сказали, что он политолог, да? Но он и политик, и политолог, и духовный лидер. То есть вот очень важно вот это самое, мне кажется, универсальная составляющая. Да? И вот этот опыт, который в 900 следующем году уже организована вот его организация «Витан», и там уже собираются вокруг него вот те люди, которые уже в будущем возглавят вместе с ним вот это самое движение. То есть он не один. Мне очень важно, что к 17 году это уже плеяда. Там Асан Сабри Айвазов, тоже вот это вот человек, который уже к тому времени, он редактирует после смерти Гаспринского газету Терджеман. «Терджеман», да, он преподавал вот в школе нового типа. Тоже весомая фигура, конечно, очень драматический финал вот его политической карьеры. Ну, это другая уже совершенно история. Может быть, мы Гульнара? успеем об этом говорить, может быть, нет. Но вот сам факт, что вот эти самые люди, Ахмед Узенбашты, конечно, врач, писатель, историк, и вот эти самые молодые люди, они получают, по сути, всю полноту власти и пытаются реформировать жизнь своего народа и жизнь своего полуострова. То, о чем они 10 лет назад
в рамках деятельности своих молодежных организаций много говорили об угнетении. Ну, уже все знают о том, что там Джафер Сейдамет написал работу об угнетении крымско-татарского народа, и за это, в общем, подвергся, конечно, такой обструкции со стороны российского правительства. И все, конечно, знают, что они все, эти люди, очень много учились. И там Чубанзаде закончил Будапештский университет и был молодым доктором наук. Говорили о том, что успел помимо учебы, значит, в Стамбуле, Челебиджхан поучиться в Санкт-Петербурге. Но что интересно, он там не только учился в психоневрологическом институте, но и тоже пытался сблизиться, общаться со своими коллегами, ну, скажем так, наиболее активными представителями революционного движения, да, российского. То есть мне, в общем, кажется, что это тоже очень важно, и для наших зрителей тоже очень важно, чтобы они понимали, что это не какие-то там случайные люди, которых история выбросила, да, что называется, на свою арену. Нет, это люди, которые поступательно, несмотря на свою молодость, шли вот к этому самому политическому лидерству. Но что очень важно, что вот в нашем не очень, может быть, большом Крыму их уже на тот момент знали, даже при том, что они не были участниками Всекрымского съезда. Гульнара Ханум, Ну, у и меня такой вопрос. Мы все знаем выражение Нумана Челебиджихана по поводу народов Крыма. Он видел как один общий букет, который дополняет, украшает друг друга. Как вы думаете, если бы не большевики в 17-18 году, удалось ли Нуману Челебиджихану воплотить все это в жизнь и договориться с теми народами, русскими, украинцами, греками, болгарами, которые населяли в то время Крым, договориться и создать государственность? Конечно, мне бы хотелось сказать утвердительно, но я думаю, что на тот момент таких исторических, политических предпосылок для победы вот этих самых романтиков не было, потому что, потому что большевики действительно представляли собой грубую, хамскую, наглую силу, которая всем буквально народам помешала развиваться поступательно. Да? Все такие политические, очень продвинутые передовые проекты, все рухнули, да? Никто не справился. Но вы правы в том, что, конечно, если бы большевиков на тот момент не было, и не было этого жесткого противостояния, я думаю, что это реально было бы. Просто для этого нужно было, подобно, как Финляндия, да, просто отделилась от России и построила совершенно другое государство. Но, к сожалению, крымские татары на тот момент были действительно, уже составляли меньшинство на исторической родине, что чрезвычайно важно, и что сегодня далеко не все понимают, почему крымские татары сегодня оказались в нашей современной, да, исторической точке, почему оказались в столь, я скажу мягко, трагично плачевном состоянии. Это ведь трагедия тянется с 1783 года, и когда государство, образующий народ, за какие-то 150 лет потерял политическую субъектность, потерял, в 21 году была попытка восстановить этот статус политический, но понятно, что советские автономии — это была только ширма для Сталина, чтобы там некоторое время манипулировать этими самыми идеями и, по сути, этими самыми, да, малочисленными и ничего не значащими для Сталина народами. И когда появилась при первой же возможности и первые же репрессии тоже обрушились как раз на лидеров национальных окраин. Собственно, самым первым был Вели Ибраимов, даже среди лидеров советских автономий. А дальше уже этот каток, буквально в 1944 году была предпринята попытка геноцида. Извините, что я так в разные эпохи невольно. Это потому что я сейчас просто пытаюсь больше размышлять не как историк, больше
историосов, да, чтобы Ну, это пытаться все понять, продолжение событий, да. Гульнар Ханум, вот вы... почему, собственно, крымские татары сегодня оказались вот в Мгм. этой трагической точке, когда нам приходится восстанавливать, по сути, все с нуля, да, ведь когда началась массовая саморепатриация крымских татар в 80-х годах, мы, конечно, понимали, что мы должны все начинать в Крыму уже с нуля. И крымские татары были просто счастливы, что есть. Но очень важно, да, что в 91 году, мы в этом году, через полгода, мы будем вспоминать события второго Курултая. Мгм. И мы, конечно, должны гордиться тем, что имя Нумана Челебиджихана не было тогда забыто. И Курултай, который произошел 74 года спустя, это целая эпоха, это целое поколение людей, которые жили в изгнании, подверглись репрессиям, они не забыли имя. Ну, я, наверное, очень сильно далеко Гульнар Ханум, отклонилась. да, я вот что хотела спросить. Вы несколько раз отметили, что Нуман Челебиджихан был романтиком. Как мне представляется, в отличие от прагматичного Джафера Сейдамета. Вот в чем заключался этот романтизм и в чем он действительно ему помешал? С одной стороны, он был, конечно, романтик, но с другой стороны, он был и реалист. Конечно, Нуман Челебиджихан не мог не понимать, что крымские татары на своей единственной исторической родине в 1917 году уже составляли меньшинство. И когда была попытка предпринята вот эта, ну, действительно героическая попытка реформировать всю жизнь Крыма и построить ее для всех крымчан. Ведь всегда Нуман Челебиджихан, он был, в общем-то, центрист, конечно, он подчеркивал, что мы строим Крым, вот про этот самый пресловутый букет, да, о котором мы обязательно говорим, но это правильно. Он был реалист, он говорил, что Крым для крымцев, а Крым для крымцев — это, конечно, не только для крымских татар. Может быть, он сказал бы иначе, если бы крымские татары жили в 1783 году и составляли большинство населения Крыма. Но крымских татар на тот момент, к сожалению, было четверть населения. Это по самым таким хорошим переписям. Да? То есть вот эта самая трагедия изгнания, трагедия выдавливания, которая была вот предпринята, по сути, геноцида неизвестного, да, крымско-татарского народа, когда после первой аннексии крымские татары вынужденно покидали родину. Вот она привела к тому, что вот восстановить вот эту самую жизнь крымских татар и жизнь Крыма, и превратить Крым вот в эту самую Швейцарию на тот момент было чрезвычайно сложно. Ну вот, как оказалось, невозможно. Да? Возможно, то есть я уверена, я почти уверена, что если бы крымские татары составляли хотя бы половину населения полуострова, вот эти начинания, потому что это был практически, это был гениальный интеллектуальный проект. Я абсолютно не преувеличиваю. А в чем была его уникальность вот этого проекта? Проекта Крымской Народной Республики? Да, уникальность его была в том, что, я здесь тоже не открою Америку, об этом писал и резидент одной из зарубежных разведок, и все знают, вот в этой самой прописанности вот этих норм, да, Конституции. Это была, по сути, первая конституция, боюсь ошибиться, насколько я знаю, это вообще была первая, такая демократическая конституция Крыма. Крымские татары реформировали вот эту самую жизнь Крыма под всех жителей полуострова, не только под крымских татар. И вот поэтому вот этот тезис о букете вот как раз отсюда. Ну и плюс уравнивание прав мужчин и женщин. Да, мужчин и женщин, но это вообще отдельная история, очень красивая, я бы так сказала, история. Вот в первой части Роман спрашивал у Сергея, я вот как раз на этом моменте как-то включила телевизор и услышала вот как раз о женском вопросе. Это же чрезвычайно важный вопрос. Действительно, дореволюционная эпоха, а он же ведь духовный лидер был, да, и ему приходилось сражаться, даже не побоюсь этого слова, с собственными клерикалами, да, и
он открыл двери для женщин, двери мечетей. Это не я об этом сказала, это вот так было, да. Женское национальное движение тоже крымско-татарское, ну, которое возглавляла, как всем известно, Шафика Гаспринская, дочь Исмаила Гаспринского, но рядом с ней же были такие красивые, умнейшие женщины, как Айша Исхакова, которые произвели фурор. Вот делегация крымских татар произвела фурор на съезде народов в Киеве. Джафер Сейдамет об этом подробно написал. И когда была открыта женская гимназия, ее тоже возглавила Айша Исхакова. Я еще очень хочу, мне об этом редко говорят, но я очень хочу об этом сказать. Челебеджихан понимал значение образования. Мгм. Почему-то об этом редко говорят, не знаю почему, но он встречался весной 17 года. Вот представьте себе, Всекрымский мусульманский съезд прошел, и одна из его первых встреч — встреча с учителями. Очень Он, показательно. да, понимаете, насколько симптоматично, да? То есть он понимает, что это очень важная такая часть жизни, образования Ну и крымских татар. реформирование, да. Реформирование. И знаете, я прочла об этом в одном, ну, из воспоминаний, по-моему, Юнуса Кандыма. А потом я прочла об этом у собственного деда Абдурамана Бари в воспоминаниях. И он пишет, я вначале, честно говоря, даже думала, может быть, он, ну, ошибается. Я потом, вот когда уже верифицировала вот этот факт у вот другом источнике, уже, ну, поверила, да. Вот, то есть он собирал, вот Абдураман Бари описывает, что Челебеджихан весной 17 года встречался с учителями, произнес блестящую, потрясающую вообще речь. То есть он был оратор великолепный, он был, конечно, интеллектуал. И есть потом документ архивный, да, о том, что и дед об этом пишет, что он несколько месяцев были курсы для учителей, потом им выдали, ну, что-то вроде диплома, и потом, ну, вот мой дед Абдураман Бари, он там потом обучал керченскую свою, значит, Мгм. часть, да, и таких учителей, конечно, было много. То есть сам факт, что Челебеджихан понимал значение как раз вот образования, что оно должно быть не костное. Он учился в Заджелпесе, но обратите внимание, да, что он ведь учился там недолго, и, кстати, и Абдураман Бари тоже там учился. То есть это был уже такой упадок вот этого самого славного, конечно, прославленного учебного заведения, но время диктовало уже иные методы, иные способы образования, и Челебеджихан их, кстати, тоже изучал. У него ведь есть в Терджемане статья 916 года о Мгм. национальном образовании. У него в Терджемане, вот тоже в 916 году, была статья как раз о женском вопросе. То есть представляете, какой это был вообще универсальный такой ум, что человек, который мыслил действительно категориями, ну, я не знаю, масштабными, да. То есть они действительно, вот эти люди, это плеяда людей, действительно молодых очень людей, мечтала о том, чтобы реформировать жизнь Крыма и, что очень важно, крымско-татарского народа. Вот что еще хотела спросить, Гульнара Ханум. Ну, сегодня крымские татары, как коренной народ Крыма, видят свое будущее исключительно в составе Украины. И если вот говорить о 17-х годах, тогда летом 17 года Джафер Сейдамет, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, с Аметом Озенбашлы ездили в Киев и встречались с руководством Украинской Центральной Рады, в частности, с Винниченко и Шульгиным. Вот какую поддержку оказывала тогда Украинская Центральная Рада крымским татарам, и чем тогда закончились эти переговоры? Ну, и таких, ну, насколько мы можем, да, это восстановить, да, вот эти события. Это, конечно, сюжет, я сразу скажу, который нуждается еще в изучении, очень много белых пятен в нем. Но действительно встречались, действительно об этом остались ну, свидетельства и Джафера Сейдамета, и с той стороны, да. Но вот, к сожалению, вот эти встречи, они действительно были, ну, не столь конструктивны, как, ну, так я мягко скажу, да. Они были, с одной стороны, эти люди
явно симпатизировали, да, друг другу. То есть, но то, что не было вот таких контактов, что ли, что это было все-таки время, такая революционная эпоха, вот прощупывание, да, почвы, зондирование, вот узнавание друг друга. И в определенном смысле, конечно, недоверие. Ну, на сей счет тоже есть ряд таких фрагментарных исследований, но мы сегодня, конечно, думаем о том, ну, что случилось бы с Крымом, если бы Крым тогда, в 17 году, стал украинским, и если бы все-таки был заключен тогда стратегический союз крымских татар и украинцев. Конечно, Мгм. скорее всего, судьба бы и Украины, и Крыма сложилась бы иначе. Но вот из-за вот этого такого, может быть, недоверия, может быть, где-то незнания, непонимания, при том, что, ну, в общем, тогда украинцы на тот момент, по сути, сказали крымским татарам: управляйте Крымом, как вам заблагорассудится. Но вот такого прочного стратегического союза тогда не получилось. Ну вот Мгм. теперь задним, что называется, умом мы понимаем, что вот тогда, конечно, если бы хватило вот политических, может быть, я не знаю, политической воли у вот этих сторон, да, двух таких важных политических акторов, найти вот эти точки соприкосновения и понять, может быть, что их ждет впереди. Но вот тогда этого не случилось, к сожалению. Гульнара Ханум, как вы считаете, если этот союз все-таки состоялся бы, украинцев и крымских татар смогли бы тогда противостоять этому большевистскому террору, нашествию? Я думаю, что, ну, это сложно, конечно, сказать, Шевкетбей, потому что это вопрос, знаете, да, в сослагательном наклонении, если бы. А историки работают с тем, что уже произошло. Мгм. И вполне возможно, конечно, вполне Мгм. возможно, что Крым, скорее всего, мог бы получить все-таки несколько иную такую траекторию развития, да. Но это, тем не менее, что опять для меня очень важно, как для историка, я думаю, что для вас тоже, что, ну, нужно извлекать хоть какие-то уроки из нашего совместного исторического прошлого. Ведь то, что не получилось в 17-18, вполне могло бы получиться в 20-м, в 21-м, ну и вообще-то гораздо раньше. И то, что сегодня Крым, это мое субъективное мнение, отдаляется от Украины каждый день, это в значительной степени тоже проблемы и мои вопросы украинским политикам. Здесь есть их очень большая вина, если вообще не вся вина вот за вот это такое наплевательское отношение к крымским татарам, к Крыму и вот к тем чаяниям, которые есть у крымских татар. Ну вот, если говорить про 17-й год, ведь Нуман Челебиджихан, он ведь из разрозненных воинских частей собирал ведь армию, формировал все же свою же армию, и там их, если я не ошибаюсь, поддержало более 80% военных, которые находились на территории полуострова на то время, и даже крымский конный полк тогда приехал в Крым, но силы все же с большевистскими, которые были высажены там в Ялте и в Севастополе, их нельзя было все же сравнивать, правильно? И поэтому Да. Курултаю выдвинули ультиматум, и большевики все же вошли в Симферополь. Но Нуман Челебиджихан все равно ведь не покинул полуостров, как, к примеру, сделал Джафер Сейдамет. Почему? Ну, это ну, он не покинул. Здесь есть всякие трактовки, что он там, может быть, пытался покинуть. Я здесь не берусь, значит, утверждать, потому что у меня недостаточно для этого источников. Я думаю, что вот очень важный аспект вы, Гульсум Ханым, затронули насчет воинских частей. Это был один из важных вопросов. И одна из вот как раз первых встреч была с учителями, но также с воинами крымскими татарами. Мгм. И здесь тоже такая не по годам мудрость Нумана Челебиджихана, что он понимал вот этот самый такой аспект, да, что нет нации без армии, нет нации без силы.
а сила тогда, конечно, была вот у этих людей. И действительно, вы верно сказали, он по крупицам, да, он призывал крымских татар вот объединяться, ну, возвращаться, во-первых, на полуостров, и объединялись, ну, вот, создавались вот эти крымско-татарские части. Но, правда, на момент, конечно, надо честно сказать, что на момент лета-осени 17 года крымские татары были единственной силой, которые могли противостоять большевикам. Другое дело, что потом уже, в общем, к сожалению, случилось в январе то, что случилось, вот эти самые конфликт такой очень тяжелый, который, ну, по сути, перерос в кровопролитные сражения. Вот. Я не знаю вот всех таких вот деталей, потому что здесь очень много таких вопросов. Мгм. Но сам факт, что он был схвачен, и это действительно был человек, который, ну, на тот момент был первым лицом, и об этом потом уже писали и Асан Сабри Айвазов, что ну вот большевики уничтожили все наши начинания, ну, и Конституцию, уничтожили нашего лидера. И, конечно, это очень такая была страшная потеря для национального движения. И, по сути, несмотря на попытки уже восстановить даже вот Курултай, да, в 18 году, но уже не было вот этих личностей, не было этих фигур. Я не знаю, если бы, допустим, ну, опять-таки в сослагательном наклонении, если бы ему удалось Номану Челебеджихану там покинуть на тот момент Крым, да, вот период вот этого самого такого красного террора, да, сохранить жизнь, я думаю, что скорее всего, и он, если бы он вернулся на полуостров, ну, я боюсь, что у него не было бы шансов вообще сохраниться как политической фигуре, потому что, ну вот мы знаем последующие события, да. Мгм. Единственная альтернатива у этих людей была это эмиграция, Джафер Сейдамин, да. Да. Дальше коллаборация, ну, сотрудничество. Или работа, сотрудничеством, то есть работа на большевиков. И все эти варианты уже заканчивались трагично. Да? Ну, Вели Ибраимов, понятно, расстрелян большевиками. И дальше была собственно, была расстреляна вся плеяда крымско-татарских большевиков, которые, даже те, которые были, ну вот, поначалу там в рамках сотрудничали Курултая. То есть здесь альтернатива была только одна — эмиграция. То есть большевики никому не оставили или сотрудничество, ну, такое очень трагическое, как у Асана Сабри Айвазова, когда, ну, человек был, в общем, так трагично сломан, и, ну, мы все тоже об этом знаем. Но в 1937-м все же был репрессирован. Да, ну, в общем, да, точно так же тех людей, о которых он писал, ну, на которых, возможно, писал какие-то не очень нелицеприятные вещи, он тоже был расстрелян точно так же, как и ну, вот его бывшие соратники. Кстати, как и большевики, которые там, ну вот Сервер Трубчо, да, он тоже был в тройке, вы знаете об этом хорошо, и в 1937 году он подписывал приговоры, а 17 апреля 1938 года был в тот же день расстрелян. Мгм. Вот, то есть это тоже такая поучительная для всех нас история о том, чем заканчивается сотрудничество или коллаборация с людоедами.